Приветствую, Овны! Таро прогноз-расклад на август месяц 2020 года. Все как обычно. Сначала мы смотрим энергетику месяца понедельно, потом по сферам жизни. Отношения, работа, финансы, эмоциональное состояние и совет от карт. Приступаем. Пока я перетасовываю карты, у вас есть время для тех, кто не подписан, подписаться на канал и в будущем получать оповещения о новых раскладах. Потому что есть в планах очень интересный расклад, который я хочу сделать. Там придется выбирать варианты. То есть расклад с вариантами на отношения, вообще на жизненный путь. Будут разные варианты. Пока я не хочу раскрывать всех секретов, но это будет очень интересно. В ближайшем времени я это выложу. А пока гороскоп, второй прогноз, Овен, 2020 август. Энергетика первой недели. То есть, что будет важно? Важным для вас в этом месяце, в начале, в первой неделе, будет отстаивание каких-то своих позиций на работе. То, что вы уже успели сделать, то, чего вы достигли, то, что вам близко, то, что вам очень нравится, и вообще какие-то свои позиции вы будете отстаивать. Это касается вашей работы, вашего мастерства, это касается сферы, где вы чувствуете себя на высоте. Пошли дальше. Вторая неделя августа месяца. Могу вам сказать, что позиции вам удастся отстоять, и на второй неделе будет что отпраздновать. Будет что отпраздновать, с кем отпраздновать. Девушки, вас ожидает какое-то приятное предложение, то есть какая-то приятная компания во второй неделе, в которой этот человек может входить в круг ваших близких знакомых, либо наоборот. Это будет, может быть, какое-нибудь знакомство, и поэтому праздник будет связан с этим. Либо это предложение, новое предложение, то есть тут же связанное, если с первой недели и связанное с работой, будет очень приятное предложение, которое вас порадует. Возможно, за то, что вы справились с той самой работой, которая была возложена. Это не обязательно прям работа, понимаете, какое-то дело, то, над чем вы трудились. Может быть, вы трудились на, не знаю, ремонт какой-то, да, и будет праздник. Но пока переездов я не вижу, поэтому будем смотреть, что будет на третьей неделе. И читать дальше. А вы знаете, тут такие варианты могут быть, что вам во второй неделе вы действительно можете либо познакомиться, либо вам поступит предложение как раз именно любовного характера. Если вы еще не находитесь в семейных отношениях, либо это будет связано с семьей. Но что-то очень-очень крепко связывающее вас. Скорее всего, тут семья. Третья неделя будет связана все-таки с вашим близким кругом, с вашей семьей. И, конечно, я хочу посмотреть, что будет на четвертой, потому что хочу разобраться, в чем же привязка, что так сильно вас связывает. Ваша семья, что или что-то другое. Так что смотрим четвертую неделю. Да, у вас какое-то такое будет, знаете, решение. Решение как раз связанное вот с какими-то семейными отношениями. Тут я не могу понять. Либо с теми, которые есть, либо, допустим, вам поступает предложение о замужестве, и вы с этим думаете. И что-то вас сдерживает. Вас что-то сдерживает, потому что в четвертую неделю у вас идет какая-то борьба с самим собой, либо борьба с другими людьми. Но я вижу, что, скорее всего, с самим собой, потому что тут как бы страшный суд, и высшие силы призывают к вас сделать какой-то выбор, поэтому вам делать его придется, избежать не получится. Вот это приблизительные энергетики месяца. А теперь мы будем разбираться, где и в каких областях могут быть эти самые перемены. Но я могу сказать, что, знаете, судя по тому, что арканов старших мы увидели только 2, большую часть того, что будет происходить в августе месяце, будет зависеть от вас. Итак, разбираемся. Сначала мы смотрим работу, рабочие моменты, все, что связано с этим.
Сначала первая карта для тех, кто находится в поиске работы, для тех вторая карта, кто имеет постоянную работу, и неожиданности либо сюрпризы, связанные с трудовой деятельностью. Итак, для тех, кто находится в поиске работы, есть огромный шанс ее обрести. Угу. Вы знаете, есть шанс ее обрести, либо вернуться на прежнее место работы, где вам, в общем-то, было очень хорошо. То есть это может быть связано с тем, что вы можете вернуться на прежнее место работы, либо трудовая деятельность, сфера деятельности на вашей новой работе может зависеть или напоминать какие-то действия, которые были раньше и которые были вам приятны и вам, и для вас хорошо знакомы. То есть ничего нового, никакого нового обучения, нового, то есть обретения работы новой, да, но эта работа может быть как новой, теми функциями, которые вы выполняли на прежней работе, либо возвращение на прежнее место работы. Но в любом случае шанс огромный для того, чтобы обрести работу, и работа, которая вам будет нравиться, работа, которую вы знаете, притом очень хорошо, которая будет вам приносить те же эмоции, которые вы испытывали раньше, может быть, на прежнем месте работы, когда вам было прекрасно и хорошо, да, там, где вы чувствовали себя как в своей тарелке, скажем так. Что касается людей, которые находятся на постоянном месте работы. Вот здесь может быть что-то связанное так, либо начало какого-то нового проекта, либо возвращение к старому, еще не завершенному, который находился на стадии начала и был оставлен в этом положении, и сейчас вам придется вернуться к нему и все доделывать заново. Могу вам сказать, что у мужчин, смотрящих этот расклад, может проиграться ситуация встречи с человеком из вашего прошлого, с девушкой, на вашем месте работы. Не обязательно, что это будет происходить в том здании и так далее, но вот, может быть, вы будете на работе, вам позвонят, понимаете, но это что-то такое прошлое. Либо вы встретите человека, который вам напоминает то самое прошлое, ту самую приятную любовь, может быть. Ну вот так, это то, что касается работы. Переходим к следующему. Финансы. Финансы, которые у вас есть на данный момент. Вообще материальные блага, то, чем вы обладаете, да? Вторая карта будет деньги извне. И третья – неожиданности, связанные с финансами, с материальными благами. Ну что же, два старших арканов. Очень важная позиция в вашем августе. Я вам могу сказать так, для денег, которые у вас есть в настоящий момент, явно хочется больше. Явно есть какие-то финансы, но больше амбиций и больше запросов, больше желаний. Некоторые из вас очень ревностно относятся к деньгам, то есть к их трате, я скажу так. Как будто вы защищаете их немного, да? Думаете о том, как бы не потратить лишнего. Не я, а карты могут вас успокоить, потому что очень большой шанс получить неплохие деньги со стороны. Откуда? Тут, знаете, может быть откуда угодно. Ну, скажем так, это даже не помощь. Может быть по вашим заслугам, а может быть просто так. Но у человека, который обладает очень большими ресурсами. То есть человек не бедный, не который поделится с вами там 1 копеечкой, а тот, который даст вам гораздо больше. И чувствовать вы себя будете превосходно. Неожиданностей в этом отношении нет никаких. Вы будете прям парить в этом мире. Скажем так, финансы в августе месяце вас очень порадуют. Это та самая неожиданность. Многим из вас удастся съездить в путешествие. То есть это тоже по карте мир. Вы можете съездить в отпуск, отдохнуть. Получится, если есть у кого-то такие планы. Это ложится, конечно, в неожиданности, либо в сюрпризе, но, возможно, вы уже не строили таких планов и не думали, что это получится.
карты говорят, что очень большой шанс. Так что, если вы просто думали, что тратить вам денежки, не тратить те самые на поездку, стоит ехать в эту поездку, не стоит, то могу сказать, что у вас велик шанс и может предоставиться возможность неплохая для того, чтобы осуществить эту свою задумку. Теперь мы будем смотреть отношения. Первая карта, которую мы будем смотреть, это для людей, которые находятся в поисках отношений, либо в надежде их обрести. Будем смотреть, как там обстоят дела. Это первая карта. Вторая карта для тех, кто находится в постоянных отношениях. И третья карта – неожиданности, касающиеся отношений. Итак, смотрим. Значит так, для людей, которые находятся в поисках отношений. Девушки, у вас есть очень огромный шанс встретить своего рыцаря. Рыцаря жезлов. Человека действенного, но, знаете, который, не могу сказать, что он действует последовательно и постоянно. Человек, который может сделать шаг вперед, немного приостановиться, потом еще раз шаг. То есть говорить о том, что он будет действовать нахрапом или каким-то таким, знаете, очень волевым своим движением, да, нельзя. Не очень решительный человек, скажем так. Но при этом он будет вам дарить очень-очень сильные и хорошие эмоции. Либо вы будете испытывать эмоции, может быть, тогда, когда он делает шаг. То есть, скорее всего, будет и то, и другое. Делает шаг, одна эмоция, не делает шаг, другая эмоция. Но эмоциями вы будете переполнены. Очень приятными. Больше приятными, чем негативными. Что же касается молодых людей в поисках, все зависит от вас. И в данном случае я вам могу сказать, что если вы еще не обрели своего партнера, то тут немного ваша вина. Вы иногда притормаживаете своих коней, понимаете? То вы рветесь, вы ищете в поиске, потом раз вы занялись чем-то другим, остановились и больше не предпринимаете никаких шагов. Вот здесь нужно вам обратить внимание на себя. И в отношениях, когда вы знакомитесь с девушкой, да, карты вам говорят, что нужно больше эмоций. Ваших в том числе, либо если вы не очень эмоционально вызываете эти эмоции у девушки. Ухаживанием, там, чем угодно. Ну, в общем, вы разберетесь. Я думаю, все-таки вы рыцарь жезлов. У вас хорошая, скажем так, сексуальная составляющая, поэтому опирайтесь на это. Но для этого сначала нужно уговорить. И тут вот понадобятся эмоции. Те эмоции, которые вы можете рождать у девушек. Что касается постоянных отношений для тех, кто в них находится, здесь, знаете, будет по-разному. Будет, в общем-то, в принципе, в общем и целом, все будет стабильно и ровно, но не без эмоций. И эмоции будут в данном случае, знаете, наоборот, я вот скажу, не будет таких каких-то негативных эмоций. Будет то ровно, то какие-то всплески. То опять ровно, то всплески. Но в общем и целом я вижу баланс. Баланс в ваших чувствах, в ваших отношениях. Никаких расставаний, никаких, я могу сказать, неприятных возможностей здесь карты никак не показывают. Ну и посмотрим две последние карты, которые нам скажут ваше эмоциональное состояние или что будет главным для вас. И совет от карт. Итак, эмоции. Совет. А вы знаете, вот эта карта у нас вложилась в начале, она ложилась у нас на второй неделе, когда вы будете праздновать, и ваши эмоции больше будут связаны и основаны на знакомстве. Между прочим, я думаю, у всех. Но в большинстве случаев в знакомстве есть и другие моменты. Есть еще и моменты, связанные с деньгами. Ничего сверхъестественного нет, но карты советуют ни эмоции свои, ни деньги особо не растрачивать. То есть какие-то цели, тратьте на них. Ищите поддержки у других людей, потому что есть люди, которые могут вам помочь. Но больше, чем вы можете, и вы знаете, что можете, даже если со стороны, получить эмоций, материальных благ, каких-то там потратить денег больше, чем не стоит этого делать. То есть нужно немножечко, карты вам говорят, немного притормози и обрати внимание все-таки на свою духовную составляющую, потому что
надеяться только на себя не очень будет правильно. Нужно искать поддержку в этом месяце у других людей. Итак, это были Овны, представители огненного знака. В общем, постаралась рассказать все, не затягивая. Еще раз спасибо всем за отзывы, комментарии, предложения, подписки. Если у вас есть предложения относительно гороскопов, какие-то позиции, которых я не затрагиваю, пожалуйста, вы можете сделать такое предложение в комментариях. Будет очень полезно мне. Спасибо. Всего хорошего. До встречи.